Добрый день, Александр. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, какие на сегодняшний день наблюдаются тенденции в мире в сегменте развития служб такси? Прежде всего, я хочу сказать, что нужно осознать роль вот этого вида общественного транспорта в целом в общей системе транспортных комплексов. Главная тенденция – это не только про такси, а вообще ключевые стратегии развития транспортных комплексов сейчас в хороших городах, которые могут быть лучшей практикой, заключается в достижении цели, как изменить баланс между пользователями общественного транспорта и личного транспорта. Естественно, в пользу общественного транспорта. И вот здесь надо задуматься о такси, какую роль играет именно в достижении этой главной задачи. Типичный общественный транспорт, он работает по, как ни крути, неким маршрутам. Поэтому, как бы мы не улучшали его качество, он не может достигнуть вот этого параметра гибкости, когда от двери до двери, от точки до точки мне нужно попасть. Вот мне это важно, да, я хочу из этой точки попасть именно в эту точку. Я могу использовать общественный транспорт, он комфортный, хорошо переключает меня, все сделано. Но в конечной точке, в этом last mile, я все равно должен сделать какое-то движение, он все равно не довезет меня ни троллейбус, ни метро, ни автобус, он не довезет меня ровно в ту точку, какая мне нужна. Так называемая фидерная доставка. И вот здесь такси является абсолютно важнейшей, ключевой составляющей. Я могу доехать, я вышел, я поднял руку, тут же у меня такси подъезжает, если оно правильно организовано, и я быстро-быстро доезжаю, куда мне нужно, это последнее время. Я хочу сказать о том, что без такси получается, что вот это главное стратегическое направление, главная цель, она недостижима. Второе, конечно, такси – это визитная карточка. Это должно быть красиво, должно быть комфортно. Первое, когда выпадает человек, приезжая в город из аэропорта или с вокзала куда-то, он попадает в такси, первое впечатление, которое он получает о городе – это такси. И если тебя в аэропорту, значит, куча уже людей, о, давай, вот сюда, там, давай, туда-сюда, меня дергают за руку, уже сразу, да, это бомбило, так называемое, серый рынок, уже сразу возникает такое некое неудобство, Да, такое, дискомфорт. ощущение дискомфорта. Поэтому, конечно, второй важный параметр, который описывает значимость, это именно значимость его как визитной карточки для города. Рынок непростой в плане регуляторики, непростой, и даже с точки зрения осмысления, что такое рынок, у многих вызывает, особенно неискушенных людей, которые не задумываются, как это устроено, вызывает вопросы. Ну, например, необходимо различать два сегмента. Это рынок, вот реально такой типичный городское такси, которое можно поднять руку и его поймать на улице. И такси по вызову, так называемый PHV, Private Hire Vehicle, которое, может быть, и не маркированное, оно может не работать по фиксированным тарифам. Это то, что вот в отеле вы скажете, вызовите мне такси. К вам приедет машина, вы поедете, цена там будет отличаться от фиксированного тарифа, который вы можете на улице просто поднять. Это другой сегмент. А сейчас появился третий сегмент. Третий сегмент – это вот так называемые платформы и агрегаторы. Они физически вообще не такси. То есть юридически они называются аренда автомобиля с водителем. Аренда автомобиля с водителем. То есть они легально имеют возможность не соответствовать тем требованиям, которые регуляторы предъявляют к рынку такси. Ну, не такси. Соответственно, получается вот три таких сосуществующих сегмента, но все они вместе, они составляют некую услугу, которая должна соответствовать определенному спросу. И баланс между ними, вот как найти этот баланс, это серьезная регуляторная задача. Вторая важная составляющая – это, конечно же, баланс между преференциями и ограничениями. Когда мы говорим о бомбилах, мы не говорим о том, что рынка такси нет. Он есть, но он вот такой. Он такой серый. И я в Москве тоже иногда, мне нужно быстро было доехать куда-то, что-то.
Ну что, ты поднимаешь руку, бомбила подъезжает, ты садишься, это риски, это очень некомфортно. Ко мне сейчас вспомнил, приехал мой американский партнер, в аэропорту звонит утром, вот, что это правда, что в центр Москвы за 5000 нужно доехать, я должен платить таксисту 5000 рублей. Я говорю, ну-ка дай мне телефон. Я говорю, ну ты что вообще? А у нас там что-то вот плохая погода, никто не хочет, такие ставки. 5000 рублей. Немыслимо для американцев, которые говорят 5000 рублей, тогда это было $200 в центр Москвы. Да правильно так, вот такие вот ставки. Поэтому баланс. С одной стороны, город предъявляет требования, что машина определенного типа, то есть требования к транспортным средствам обязательно. Все фактически города предъявляют требования к транспортному средству. Могут быть требования, как правило, к маркировке, как он должен быть выглядеть. Требования к водителю. Водитель должен знать город. Обязательно. Он во многих городах должен знать язык. Английский язык, например. Так, он должен пройти определенные тесты медицинские, тесты на безопасность. То есть это определенные требования. Но с другой стороны, город предоставляет и большие преференции. Главная преференция – это заезд в места общего пользования, это вокзалы, это аэропорты и, конечно же, движение по выделенной полосе. В Москве, например, вот мэр долгое время не готов был к такому решению. Выделенная полоса была для автобусов, троллейбусов, да. Такси не могли ездить по ней. Но сейчас такое решение принято, и это, конечно же, очень серьезно увеличило привлекательность такси для пассажиров. Потому что когда такси быстро едет, я могу сесть в такси, он едет по выделенной полосе, я не стою в общем потоке, в общем трафике, конечно, тогда уже я совсем по-другому отношусь к такси. Но, кстати говоря, агрегаторы не могут ездить. Почему? Потому что они не такси. Uber, Get, Яндекс.Такси, они не могут ездить по выделенным полосам, они не имеют таких преференций, потому что они, в общем-то, не подлежат, не подпадают сейчас под эту регуляторику. Они борются с ценообразованием. Вот сейчас в Москве у нас такой мини-скандал, что Яндекс опустил цены, и таксисты бастуют, выражают недовольство. Так как моторные компании официальные, которые работают по регулируемым тарифам, все эти требования соблюдают. Но, конечно, они испытывают дискомфорт от того, что вот, такие компании могут вот так демпинговать. Да, демпинговать. Но это тенденции, естественно, общемировые. И, кстати говоря, по-разному решают регуляторы. Например, в Пекине запрещены такие компании, просто запрещены. Но Пекин вообще идет, то есть Китай он вообще идет в этом смысле по пути такой жесткости. Там государственный перевозчик. То есть государство оно может решить, ты только регулятор, только устанавливаешь определенные правила, или ты еще и такой игрок на рынке. То есть ты сам владеешь какой-то компанией. Вот в Пекине, например, такая ситуация, но это большая редкость. Большая редкость. Ну вот там запрещены и Uber, и Uber-подобные модели. Но в Нью-Йорке это все существует. В Нью-Йорке там хороший микс, там и Uber, там и Get, и такси от бордюра, и такси на заказ. То есть все это, пожалуйста, и включай. Вот. Поэтому вот такой вызов у государства, как сейчас, как вот здесь эту пропорцию найти правильного баланса сил, что регулировать, как регулировать, какими мерами. Меры это не только тарифы на услуги городского такси. Например, в Москве очень успешная была программа с 2012 года, ее запустили, это субсидирование процентной ставки на обновление парка. И в Москве парк такси
сейчас имеет средний возраст 3 года. И это самый молодой парк в Европе. То есть у нас очень новая машина, потому что людям было выгодно. Процентная ставка субсидировалась, они покупали машины по очень хорошим условиям и могут работать. Ну, естественно, должны соблюдать требования, которые город дает преференции, если, соответственно, ты вливаешься в парк легальных такси, соблюдаешь все соответствующие требования. Ну и очень важный вопрос концентрации, сколько должно быть машин. Мы вот изначально, когда рассчитывали в Москве, это 5 лет назад, за 5 лет полностью ситуация изменилась. За 5 лет от бомбил к цивилизованному рынку такси сейчас порядка 60 тысяч такси, то есть их просто должно быть много. Мы когда считали, мы поняли, что порядка 50 тысяч должно быть. То есть 50 тысяч – это уже концентрация, когда ты выходишь, ты можешь в центральной части города, по крайней мере, в каких-то таких, ну или центральная часть плюс какие-то объекты знаковые, где вот должно быть много машин. Да? Это концентрация парка, которая позволяет очень быстро выйти и сразу же поймать машину. Ну, то, что нужно. Конечно, за 5 лет добавились, теперь ты можешь еще там в Uber, в Get, в Яндекс. Это тоже быстро, ты можешь выйти, они тоже приезжают. Ну вот, все вместе, это концентрация, которая позволяет говорить о том, что рынок состоялся. Что количество поездок на такси, оно критической массы переваливает, и уже тогда пошел такой взрывной, лавинообразный рост. Это тоже то, что нужно решать. Нужно рассчитать, какой объем парка должен находиться на улицах, чтобы комфортно. Александр, вот вы уже немножко рассказали о текущей ситуации в Москве, да? То есть что еще, вот помимо обновления парка, вот сейчас рассмотрение вопроса о предоставлении для такси права передвижения по выделенным линиям, какие еще меры вот в сфере развития служб такси в Москве? Ну, вот может ключевой, быть, обсуждается? Да. Ну, сейчас обсуждается, и это такая вот вызов не только Москвы, а вообще всего, это что делать с такими агрегаторами. Да. Вот как с ними быть, как их сделать частью общей системы, потому что они вот сейчас просто понижают цены и взрывают рынок, они не регулируются. И пока вот нет точного решения. Разные страны, разные города, как я уже сказал, по-разному решают. Кто-то их просто запрещает. Кто-то говорит, ну вот, мы должны что-то для них придумать. Что придумать? Хороший вопрос. Пока готового ответа нет, пока идет как раз размышление на эту тему, что иначе такой общественный договор между таксомоторными компаниями и городом, и властями, как баланс такой сил спроса и предложения, он нарушается. Что они взрывают. Но я думаю, что запрет – это не действенная мера, не действенное решение вопроса. То есть новые технологии, они пробьют себе дорогу, так или иначе, обязательно. И просто запретить – это значит остаться в стороне вот каких-то трендов, главных новаций. Нужно искать, нужно договариваться. Я думаю, что они тоже договоры как-то ориентированы, потому что они не хотят с позиции силы идти против города и как-то навязывать какие-то вещи. Поэтому они готовы идти на уступки. Вот это вот сейчас такая клокочущая тема. Актуальная, да? А что вы можете порекомендовать для Астаны вот в плане улучшения служб такси? Астана сейчас находится, наверное, сейчас имеет смысл немножко вот здесь сопоставить Москву и Астану с точки зрения транспортной ситуации. Мы понимаем, что уже сейчас в Астане трафик довольно-таки плотный. Я бываю в Астане часто, я вижу, что трафик уплотняется. И в этом смысле схожесть с Москвой есть. Конечно, в Москве гораздо больше проблемы были с трафиком изначально, когда начали решать транспортную систему с транспортной ситуацией, с приходом нового мэра Сергея Семеновича Собянина. Когда встал вопрос, Москва стояла уже практически вся с тенденцией к ухудшению. Астана пока нет. Мы понимаем, что транспортный комплекс является следствием градостроительной политики. В Москве ключевая проблема в том, что просто нет места. Процент дорог, он катастрофически несоответствующий. То есть есть норматив, что площадь дорожной сети должна быть порядка 20% от
общей территории города, а в Москве 7. Ну, то есть в 3 раза меньше. И это компенсировать довольно сложно. Довольно сложно. В Астане нет такой проблемы пока еще. Поэтому первая рекомендация, она влияет на транспортную ситуацию, но касается градостроительной политики. То есть в градостроительной политике в плане именно дальнейшего развития города очень аккуратно и сбалансированно подходить, предусмотреть место, вот прям застолбить место транспортной инфраструктуры на правильной пропорции. То есть улично-дорожная сеть, объекты транспортной инфраструктуры. В том числе и таксомоторные парки, и парковочные места отдельные для такси и так далее, и так далее. То есть это все, для этого всего должно оставаться место. Это первое, что не повторять в этом смысле ошибку Москвы. Второе, конечно, нужно вот посчитать концентрацию, сколько машин должно быть. С точки зрения Москвы, успешный опыт, который, мне кажется, имеет смысл копировать, это создание преференции в виде возможности двигаться по выделенным полосам. Ну, конечно, выделенные полосы нужно сделать хорошие. Да. Второе, это обязательно специфические условия преференции подъезда к аэропорту, к вокзалу, который будет у вас пользоваться большим и большим тоже спросом, потому что и железнодорожное сообщение вы будете развивать. Скоростные поезда будут ходить, поэтому это обязательно. Я думаю, что льготные ставки, субсидирование процентной ставки и стимулирование обновления парка, то есть вы даете кому-то, игроку, возможность даже индивидуальному предпринимателю купить машину, обновить ее, то есть уже это сразу же новая машина. Да? Он будет платить, во-первых, работать в белую, платить налоги, и у нас будет хорошая визитная карточка, хороший парк. Естественно, я как пользователь сажусь в новую машину, она комфортная, она хорошо выглядит. Поэтому вот эти вещи, я думаю, что это прям надо брать. Александр, вы знаете, вот еще напрашивается один вопрос. В Казахстане периодически поднимался вопрос о введении лицензирования вообще вот этой деятельности такси. Вот как вы считаете, с учетом международного опыта, то есть у нас есть и критики этой меры, есть и те, которые говорят, что лицензирование вводить нужно. То есть аргумент за лицензирование – это, естественно, контроль, это ликвидация вот этого серого рынка, это прозрачность в уплате налогов, это безопасность, соблюдение всех стандартов качества и безопасности. Критики говорят, что это новая некая регулятивная норма, есть коррупционная составляющая и так далее. То есть вот как вы считаете, с учетом международного опыта, рынок такси должен лицензироваться или как-то регулироваться в плане выдачи каких-то разрешительных документов или лицензий? Ну, во-первых, совершенно точно все успешные кейсы городов в мире говорят о том, что этот рынок регулируется. Везде, и Пекин, и Лондон, и Нью-Йорк, Токио, Париж, везде это регулируемый вид деятельности. Москва, то же самое, это очень успешно. Как я сказал, что 60 тысяч практически лицензий выдано. Как вот понять, сколько? 60 тысяч лицензий. Поэтому тренд такой, да, это регулируемый вид деятельности, ты получаешь определенные преференции, но соответствуешь определенным правилам. Что ставят под вопрос сейчас, так это вот как раз агрегаторы. Агрегаторы, потому что они пока вне системы регулирования, они не такси с формальной точки зрения, и подчеркивают это, мы не такси. Поэтому получается так, что они, в общем-то, оказывают услугу, соответствующие услуги такси и не регулируются. Вот они взорвали сейчас, да, вот этот рынок, как их регулировать? Это вопрос. Это новый тренд, который ставит под сомнение несколько. Но я думаю, что от регулирования совсем уйти нельзя. То есть в каком-то виде регулирование будет в любом случае, и какие-то регуляторные
механизмы будут адаптированы, и в том числе на агрегаторах. Но я думаю, что совсем нерегулируем этот сегмент быть не может, иначе это будет рынок бомбил со всеми вытекающими последствиями. Спасибо, Александр. Очень интересно. Я желаю вам успехов и хороших дней Я в вам. Астане. Спасибо. Спасибо.